Урок! Здравствуйте, ребята! Поздравляю вас с началом нового учебного года. Желаю вам здоровья и успехов в учебе. Чтобы наши уроки проходили успешно, вам необходимо приготовить школьные принадлежности. Тетрадь, ручку, карандаш, линейку и ластик. Тема урока – письменное сложение и вычитание двузначных чисел. Сегодня на уроке мы повторим письменные приемы вычисления в пределах 100. Вспомним алгоритм выполнения письменных приемов сложения и вычитания. Отработаем вычислительные навыки, умения решать задачи. Девиз урока: тот, кто хочет много знать, должен сам все постигать. Давайте вспомним, как можно заменить двузначное число суммой разрядных слагаемых. Любое натуральное число можно заменить суммой разрядных слагаемых. Разрядное слагаемое – это количество единиц в данном разряде. Двузначное число состоит из двух разрядов – разряда десятков и разряда единиц. Представьте числа 49, 29, 48, 64 в виде суммы разрядных слагаемых. Число 49 состоит из 4 десятков и 9 единиц, поэтому 49 равно 40 плюс 9. Таким же образом мы раскладываем остальные числа. Число 29 состоит из 2 десятков и 9 единиц, поэтому 29 это 20 плюс 9. 48 состоит из 4 десятков и 8 единиц, значит 48 это 40 плюс 8. И 64 это 60 плюс 4. Молодцы! Какое число содержит 3 десятка, 7 единиц, 9 десятков, 2 единицы, 4 десятка, 4 единицы, 8 единиц, 1 десяток, 5 десятков, 0 единиц? Для выполнения этого задания нам надо вспомнить, что такое разряд. Разряд числа показывает место цифры в числе. Первый разряд, читая справа налево, разряд единиц. Второй разряд, разряд десятков. Рассуждаем. 3 десятка 7 единиц – это число 37. 9 десятков 2 единицы – это число 92. 4 десятка 4 единицы – это число 44. 8 единиц 1 десяток – это число 18, потому что, читая справа налево, единицы пишутся на первом месте, десятки на втором. 5 десятков 0 единиц в числе 50. Молодцы, ребята! Для выполнения сложения и вычитания двузначных чисел в столбик повторим алгоритм. Первое. При сложении двузначных чисел единицы складываются с единицами, а десятки с десятками. Второе. При вычитании двузначных чисел из единиц вычитают единицы, из десятков десятки. Отлично! Рассмотрим этот алгоритм на записи примеров в столбик. 32 плюс 45 и 77 минус 32. Рассмотрим пример на сложение, записывая слагаемые друг под другом. Пишем десятки под десятками, а единицы под единицами. Сложение начинаем справа налево. Складываем единицы. 2 плюс 5 равно 7. Результат пишем под единицами. Складываем десятки. 3 десятка плюс 4 десятка равно 7 десятков. Результат пишем
под десятками. Рассмотрим пример на вычитание, применяя алгоритм. Пишем десятки под десятками, а единицы под единицами. Вычитание начинаем справа налево. Вычитаем из единиц единицы. 7 минус 2 равно 5. Результат пишем под единицами. Вычитаем из десятков десятки. 7 десятков минус 3 десятка равно 4 десятка. Результат пишем под десятками. Пользуясь алгоритмом сложения и вычитания двузначных чисел, запишем данные примеры в столбик. Пишем слагаемые друг под другом. 57 плюс 21. Ставим знак равенства. Складываем, начиная справа налево. 7 единиц плюс 1 единица равно 8 единиц. Пишем под единицами. 5 десятков плюс 2 десятка равно 7 десятков. Пишем под десятками. Читаем ответ. 78. Пишем слагаемые друг под другом. 43 плюс 25. Ставим знак равенства. Складываем, начиная справа налево. 3 единицы плюс 5 единиц равно 8 единиц. Пишем под единицами. 4 десятка плюс 2 десятка равно 6 десятков. Пишем под десятками. Читаем ответ. 68. Далее пользуемся алгоритмом вычитания. Под уменьшаемым пишем вычитаемое. 63 минус 21. Ставим знак равенства. Вычитаем. Из 3 единиц вычитаем 1 единицу, получаем 2 единицы. Пишем под единицами. Вычитаем из 6 десятков 2 десятка. Получаем 4 десятка. Пишем под десятками. Читаем ответ. 42. Под уменьшаемым пишем вычитаемое. 59 минус 23. Ставим знак равенства. Вычитаем из 9 единиц 3 единицы, получаем 6 единиц. Пишем под единицами. Вычитаем из 5 десятков 2 десятка, получаем 3 десятка. Пишем под десятками. Читаем ответ. 36. Очень хорошо. Молодцы, ребята. А сейчас мы с вами решим задачу. Читаем условия задачи. На пришкольном участке для столовой школьники выращивали морковь и свеклу. Они пропололи 8 грядок моркови, а свеклы на 3 грядки меньше. Сколько всего грядок пропололи школьники? Что известно в этой задаче? Правильно, что моркови пропололи 8 грядок, а свеклы на 3 грядки меньше. А что надо найти? Хорошо. Сколько грядок свеклы пропололи и сколько всего грядок пропололи? Запишите краткую запись. Посмотрите, такая запись у вас должна получиться. Подумайте, какая это задача? Простая или составная? И почему? Молодцы. Правильно. Это составная задача, так как она решается в 2 действия. Что узнаем первым действием? Хорошо, первым действием мы узнаем, сколько грядок свеклы пропололи школьники. Так как мы знаем, что моркови пропололи 8 грядок, а свеклы на 3 грядки меньше, значит из 8 надо вычесть 3. Получится 5 грядок свеклы пропололи. Вторым действием узнаем,
сколько всего грядок пропололи школьники. Зная, что моркови пропололи 8 грядок, а свеклы 5 грядок, к 8 прибавим 5, получается 13 грядок пропололи школьники. В задаче было 2 вопроса. Значит, в ответе должно быть 2 числа. Ответ. 5 грядок было со свеклой, всего 13 грядок. Молодцы, с задачей вы справились. Переходим к решению геометрической задачи. Условия. Начертите ломаную из 3 звеньев так, чтобы длина каждого звена была равна 6 сантиметрам. Узнайте длину ломаной. Чтобы правильно решить задачу, вспомним, что ломаная линия состоит из нескольких отрезков, звеньев. Звенья ломаной не лежат на одной прямой. Конец одного звена является началом другого. Чтобы узнать длину ломаной, надо сложить длину каждого звена. Переходим к решению задачи. Начертим ломаную по условию задачи, состоящую из 3 звеньев. Длина каждого 6 сантиметров. Найдем длину ломаной. Для этого складываем длину каждого звена. 6 плюс 6 плюс 6 равно 18 сантиметров длина ломаной. Записываем ответ. 18 сантиметров длина ломаной. Молодцы! Ребята, на этом наш урок подошел к концу. Давайте подведем итог урока. Подумайте и продолжите для себя предложение. Я на уроке научился. Я на уроке повторил. И в завершении выразите свое впечатление от урока, выбрав нужный смайлик. Вы молодцы! Спасибо за урок! До свидания! До новых встреч!